По поручению президента нашей республики делегация Министерства здравоохранения направилась в город Москву для проведения переговоров в Министерстве здравоохранения Российской Федерации и в ряде других учреждений, государственных структур для того, чтобы обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Так, в Министерстве здравоохранения России мы с министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой рассмотрели ряд ключевых вопросов сотрудничества в области здравоохранения. В частности, были подведены соответствующие итоги по работе над проектом соглашения между Республикой Абхазия и Краснодарским краем в части реализации соглашения договора об обязательном медицинском страховании, которое было подписано в августе прошлого года. И это соглашение мы подписали с министром здравоохранения Краснодарского края, которое, собственно говоря, вступило в силу вот с момента его подписания. Соглашение с Краснодарским краем носит исключительно технический характер. Там прописано, как, в каком порядке будет осуществляться оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Что касается экстренной, неотложной помощи в рамках специализированной медицинской помощи по тем направлениям, которые необходимо оказывать на территории России, пациенты будут направляться в ведущие клиники Краснодарского края. Это первая краевая, вторая, третья, четвертая. Это краевой онкоцентр, это учреждение города Сочи, куда, собственно говоря, и ранее мы отправляли больных для оказания специализированной помощи. Что касается первичной медико-санитарной помощи, гражданин имеет право даже без направления обратиться в ту или иную клинику на территории России, допустим, в городе Москва, где он может прикрепиться к какой-то поликлинике и на месте получать в том или ином учреждении плановую медицинскую помощь. Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, которая выполняется в рамках обязательного медицинского страхования, она будет по нашему направлению оказываться во всех федеральных медицинских центрах, где будут нуждаться в этом наши пациенты. То есть это соглашение позволит в полной мере его реализовать в части страхования, медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Абхазия. Кроме того, мы также обсудили с руководителем Федерального фонда обязательного медицинского страхования вопросы двустороннего сотрудничества. На сегодняшний день у нас застраховано 42 тысячи человек. Процесс приема документов для оформления полиса обязательного медицинского страхования продолжается. Он будет продолжен и в следующем году в соответствующих пунктах и ряд других технических вопросов. Кроме того, мы обсудили ход реализации межгосударственного соглашения с Россией в области лекарственного обеспечения льготных категорий граждан, проживающих на территории республики. Заявка на 4-й квартал текущего года одобрена Минздравом российским. Это та заявка, которую мы представили на ее согласование. И направлена в Минкавказа. Соответственно, после финансирования РУП «Абхазфармация» обеспечит пункты выдачи медикаментов льготным категориям.
Должен сказать, что вот на сегодняшний день РУП «Абхазфармация» под эгидой Минздрава открыла еще несколько пунктов государственной аптечной сети. Это в городе Тхуарчал, Ачамчира, Гудаута. В городе Сухум у нас действуют соответствующие аптеки. И вот в ближайшее время в городе Гагра будет открыта еще одна государственная аптека, где наши граждане, у которых есть соответствующие льготы, удостоверение инвалида и ряд других категорий, могут на месте получать эти препараты. То есть данное соглашение работает в полном объеме и практически уже выполнено на 91%. Кроме того, учитывая тот факт, что основной контингент наших больных пациентов, вот, тяжелобольных, это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которых мы отправляем для оказания высокотехнологичной медицинской помощи на территории России. Российская Федерация в лице Министерства здравоохранения, лично министра Скворцовой Вероники Игоревне оказала нам такую помощь и поддержку в том, что в 2019 году мы согласовали и сейчас готовим дополнительное соглашение межведомственное по этому вопросу о строительстве на территории республики медицинского центра неотложной помощи. Это будет крупнейшее медицинское учреждение, которое будет включать в себя отделение рентген-хирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов. То есть мы сможем на месте выполнять коронарографии, стентирование коронарных артерий у больных с острым инфарктом миокарда, для того, чтобы вот этот золотой час с момента возникновения инфаркта пациент получил всю необходимую специализированную помощь. Это даст возможность этим больным не просто выжить, а с наилучшими ближайшими результатами лечения продолжить свою деятельность в той или иной сфере. Потому что мы знаем, что острый инфаркт миокарда, к сожалению, поражает именно трудоспособное население и в достаточно молодом и в среднем возрасте. Это одна из основных причин инвалидизации и смертности в этой категории населения. Поэтому это принципиальный наш вопрос. Мы обращались с такой просьбой о помощи. Мы рассматривали данное строительство в рамках следующего комплексного плана. Однако Российская Федерация нам пошла навстречу и предложили нам начать строительство уже в следующем году. Кроме того, в рамках этого центра будет действовать инсультный центр для больных с острым инсультом. Ну, естественно, мощная кардиореанимация, отделение для больных с острым коронарным синдромом. На базе центра будут действовать 2 инфекционных корпуса, то есть это будет новая инфекционная больница фактически. Отделение тяжелой сочетанной травмы. Будет мощный оперблок, где смогут оказывать нейрососудистую хирургическую помощь. И на базе этого центра вахтовым способом будут работать ведущие специалисты российские, которые начнут осваивать эту сферу, это новое направление именно для Республики Абхазия, поскольку у нас этих направлений на сегодняшний день не было, к сожалению. И они начнут эту работу параллельно обучать наших специалистов. Мы с Вероникой Игоревной договорились о том, что на базе этого учреждения будет проходить клиническая ординатура с выдачей соответствующих сертификатов
российского государственного образца. Это будет клиническая база для обучения молодых врачей Республики Абхазия и, может быть, даже и России. Через какое-то время, когда процесс обучения завершится, естественно, наши доктора, они смогут приступить к самостоятельной работе. Мы об этом также говорили на встрече и с ректором Российской медицинской академии непрерывного и последипломного образования академиком Машетовой, где подчеркнули важность нашего сотрудничества, поскольку у нас сейчас продолжаются выездные образовательные сертификационные циклы. Буквально на днях закончился очередной цикл по терапии для наших врачей-терапевтов. И в следующем году непрерывный процесс образования для наших докторов будет продолжен, в том числе в рамках дистанционного обучения, а также выездных циклов по различным направлениям клинической медицины. Кроме того, мы запланировали организацию совместную такую с академией аттестации наших врачей, которая будет проводиться в следующем году. И мы предлагаем совместно разработать проект, который будет называться «Абхазский врач». То есть, имеется в виду, это будет лучший специалист, который пройдет все этапы образования, специализации, аттестации на базе той или иной кафедры выездной. И только он получит это звание лучшего врача Абхазии. Конечно, это с нашей точки зрения будет являться определенным стимулом для того, чтобы наши доктора более активно занимались вопросом образования, а для врача непрерывное образование должно быть в полном смысле непрерывным, постоянным, используя разные методы. Для этого это и выездные курсы, это и дистанционные, это участие в научно-практических конференциях, съездах, симпозиумах и так далее. То есть там, где можно получить новые знания в диагностике и лечении того или иного заболевания. Этому мы будем уделять принципиально важное значение. И мы подвели определенные итоги уже в рамках нашего двустороннего сотрудничества с медицинской академией. Прошли циклы образования 196 абхазских врачей. И этот процесс мы продолжим и в следующем году. Кроме того, Вероника Игоревна Скворцова дала поручение своим коллегам для того, чтобы уже в начале следующего года приобрести за счет российских бюджетных средств передвижной мобильный диагностический автопоезд и передать его в дар Республике Абхазия. Благодаря этому автопоезду при непосредственном участии российских врачей, их силами и средствами, мы в следующем году проведем еще одну диспансеризацию. Там будет больше диагностических возможностей, и на этом этапе можно будет максимально эффективно выявить те или иные проблемы со здоровьем у наших граждан, которые в том числе будут в дальнейшем направлены для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. По завершении этих мероприятий, как я уже сказал, данный автопоезд остается на балансе Министерства здравоохранения республики. Мы его будем в дальнейшем использовать и в рамках профилактических осмотров, каких-то отдельных профилактических диагностических мероприятий. Это очень значительный вклад в развитие здравоохранения нашей республики. Кроме того, мы договорились о том, что будем рассматривать и другие проекты
в рамках повестки следующего комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы и обозначили необходимость строительства ряда других медицинских объектов на территории республики, в том числе ремонтно-восстановительные работы уже существующих. Это позволит значительно все вместе, то, что я сказал, улучшить качество оказания медицинской помощи, а самое главное, обеспечит эту помощь у нас на месте. И не будет такой необходимости ежедневно там кому-то отправляться в те или иные учреждения России. Кроме того, Вероника Игоревна поддержала нас в вопросе урегулирования вопроса санитарной авиации. То есть Минздрав России будет содействовать в решении этого вопроса для того, чтобы при необходимости тяжелобольных мы могли на авиации соответствующей перелетать через государственную границу в Краснодарский край и обратно. Я думаю, что совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям России и Республики Абхазия мы этот вопрос в начале следующего года решим. Кроме того, в рамках встреч в Москве у нас было организовано мероприятие встречи в Московской Государственной Думе. Нас пригласил председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Мосгордумы, где мы обсудили возможность сотрудничества непосредственно с городом Москва. И председатель комитета нам пообещала, что в рамках рассмотрения бюджета 2019 года они будут ходатайствовать увеличение этого бюджета на внешнеэкономическую деятельность города Москвы для того, чтобы мы могли своих граждан при необходимости направлять для оказания высокотехнологичной медицинской помощи непосредственно в клинике города Москвы, как это мы раньше делали, и хотим возобновить этот процесс уже за их бюджетные средства. Я думаю, что эта поддержка, она будет обеспечена. Кроме того, мы провели ряд других встреч и договорились о том, что в ближайшее время будет осуществлена поставка медикаментов и медицинских расходных материалов для нужд государственных учреждений здравоохранения. Это будет ближе к концу этого месяца, и станет она регулярной. Эта поставка будет осуществляться РУП «Абхазфармацией». В этом плане, конечно, мы считаем, что наш визит он был достаточно успешным, плодотворным. Мы нацелены на очень активное двустороннее сотрудничество. Это было подчеркнуто Вероникой Скворцовой на нашей двусторонней встрече в расширенном таком формате. И каждый пункт, каждая договоренность, она будет доведена до конца. Теперь, что касается целевых ведомственных программ. Как известно, на заседании Кабинета министров 30 ноября были утверждены ведомственные целевые программы, направленные на оказание медицинской помощи на территории Республики Абхазия. В частности, были утверждены программы по оказанию противотуберкулезной помощи. В этом году мы ее практически завершили в полном объеме. Вот сейчас к концу месяца у нас будет последняя на 4-й квартал поставка противотуберкулезных препаратов первой и второй линии, которые мы в полном объеме обеспечим противотуберкулезный диспансер, который, кстати, функционирует, как вы знаете, уже в новом здании, которое был восстановлен за счет российской финансовой помощи. И сегодня
в очень хороших условиях пребывают наши пациенты. И мы считаем эту целевую программу очень важной. Кроме того, мы приняли целевую программу лечения граждан Республики Абхазия за пределами и на территории республики, поскольку есть определенные пациенты, которые действительно будут нуждаться в лечении, в оказании высокотехнологичной медицинской помощи за пределами республики, а также тех наших граждан, у которых нет второго российского гражданства. Соответственно, тем, кто будет нуждаться в оказании высокотехнологичной медицинской помощи в этой части, она должна быть в полной мере обеспечена. И поэтому вот эта целевая программа была принята и утверждена. Мы в этом году на 100% выполнили программу кадровое обеспечение системы здравоохранения. У нас 48 наших студентов и клинических ординаторов проходят обучение в различных вузах и научных центрах Российской Федерации. В следующем году эта программа будет продолжена, поскольку у нас есть достаточный дефицит по некоторым направлениям медицинских специальностей, и мы должны сделать на этом акцент и продолжать процесс образования. Целевая программа «Централизованное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения» также будет продолжена. Вот эта программа была и в текущем году. Конечно, средств на эту программу было недостаточно в том плане, что, к сожалению, количество больных увеличилось, в том числе по неотложным показаниям. Поэтому мы уже по итогам текущего года провели предварительный анализ и с учетом всех показателей заложили данную программу в увеличенном формате в следующем году, учитывая то, что у нас, помимо этой целевой программы республиканского бюджета, есть отдельная целевая программа в рамках российской финансовой помощи. Она также будет направлена на приобретение препаратов и медицинских изделий для нужд здравоохранения. Утверждена программа, но это в рамках межгосударственного соглашения по лекарственному обеспечению в объеме 50 миллионов рублей на следующий год на те же средства. Кроме того, мы в этом году выполнили программу оснащения материально-технической базы отделений станций скорой и медицинской помощи на территории республики. Как известно, мы в прошлом году, в конце прошлого года приобрели 8 машин скорой помощи класса А. В этом году мы их полностью оснастили необходимым диагностическим лечебным оборудованием. Ну, это транспортные ИВЛ, электрокардиографы, дефибрилляторы, кардиомониторы. И, кстати говоря, мы установили электрокардиографы с дистанционным телемедицинским устройством. Серверную часть ее установили в республиканской больнице. Сейчас идет процесс интеграции и завершение апробации данного оборудования. Это нам позволит проводить на догоспитальном этапе диагностику острого инфаркта миокарда и дать возможность уже до службы скорой помощи начать проведение всех необходимых лечебных мероприятий уже именно в машине в ходе транспортировки. Кроме того, у нас очень важная программа целевая – это обеспечение больных с хронической почечной недостаточностью, с терминальной почечной недостаточностью, заместительной почечной терапии, то, что называется гемодиализ. Если взять в сравнительном аспекте, в 2016 году
у нас процедуру гемодиализа проходили 36 человек. В 2018 году 64. То есть в этом текущем году процедуру гемодиализа хронического получили 54 пациента и 10 пациентов по неотложным показаниям с острым диализом. Это тяжелые, как правило, реанимационные больные. То есть мы совершенно очевидно отмечаем увеличение, вот есть тенденция к увеличению этой категории больных. Поэтому принципиально важно, это жизненно важная процедура, которая должна непременно продолжаться. И в следующем году мы прогнозируем с учетом всех показателей увеличение пациентов в 2019 году до 74. И с учетом этих показателей мы и представили эту программу, и она была утверждена. Кроме того, мы будем проводить целевую программу по совершенствованию специализированной медицинской помощи. Это на базе республиканской больницы, где будет продолжено проведение высокотехнологичных операций в области ортопедии, то есть протезирования суставов. На сегодняшний день очень успешно эта программа проводится и завершается по протезированию тазобедренных суставов. В следующем году мы хотим внедрить протезирование коленных суставов. Есть и такое количество пациентов у нас необходимое. Это проведение эндохирургических вмешательств, это реконструктивные операции в челюстно-лицевой хирургии и в других направлениях, которые мы можем обеспечить уже сегодня у нас в республиканской больнице. Вот, на эти нужды направлены 10 миллионов рублей. Мы также продолжим программу по лечению гепатита С, ну и ряд других программ. Надеемся, что вот все обозначенные целевые ведомственные программы будут осуществлены в полном объеме.